Amaskota kuvandetta, fidarta, sarste amas architectura dar diseftalens amaraga festama, sachimal wasens achorgante, turiste ama journaliste dar. Acha munikalun amaster istoriun sanjuak jimbenetta seyi wu achabite fidar dar. Bizar хосназ нахтеликащита эфирина телепроект Цесусакканенс. В ущелье реки Большая Ляхва, среди других памятников почти на ровном месте, расположена Ачабецкая крепость. По словам Вахушти, здесь находился царский дворец и крепость. По оставшимся фрагментам крепости различается не менее 4 строительных слоев. Большая крепость с прилегающими постройками стоит на небольшой возвышенности. Башня с маленькой оградой относится к первоначальному периоду. Реконструкция коснулась внутренней части ограды. С южной и восточной сторон к старой ограде была пристроена новая большая ограда. Позднее ее увеличили, и она занимала обширную территорию. Центральным местом крепости является башня – донжон, имеющая с южной стороны углы и закругляющаяся в северной. Почти в самом центре северной стороны башни имеется каменный выступ, как бы контрафорс. Такой план башни говорит о значительной технике крепостного строительства, так как закругление в башнях и устройство подобных выступов начинает практиковаться в Западной Европе с XIV века. Закругление делается в наиболее ответственных местах башен для устранения мертвых углов, а выступы для противодействия стенобитным машинам таранам. Этот прием использован в Ачабецкой крепости в наиболее доступной для неприятелей ее части. وما وين نامبو ناي شمافته وفلا ويدا روخم بنوتي سما إيرت هم دونميداك قدر ماك اتكتو منا سبلافليني كشو سبلافليني كولك ما اتكتو ناس سبلافلي كتو ما يشما يسار وقت كويت خاي قالون بفستو ما قاخي شوجتاتا قالون فستو هاوشي كريبوست كايو ديبي خم مامتوني ماجي كردر رستاجي عامل اخوري ويسا خامت گرجاگت كدارس ما هاوي كو خودست هم در رخم مومنت دیش که ایراد ادواجان دودی. کتای گرزی کوچم بخوردی. فقط افتستم کردر پریود کردر تریتورا کردر کوخودی. یوتی کوسته تا این نای کوسدم بخوردی. اتم استوریون فقطم گسکنه یا شاید источник оверческий двоен то втором кkaždер чинготе юфестина чинготе инна фестивале это из ахам хроникота кашета фестой шевершиди аудул территория матинг am Griekland of te zeggen, wat is de Dagestein ook, znamt ze, Dagestein ook. Al wordt, nooit maar bier dat, lijkt dat krijg je Hardam je, acham, chalda je, dat zij stelde mogen, maar je weet zo is toe, of de villas gewoon maar je ziet me zo wel maar zo goed maakt alsof toe. Als je krepost kan je rust, nemen je rust daar, daar het gewoon daar kom uit doet. Je benoten. Kan het vast. فلا جاها متى رمجتها كاشد جورا قستما ödüm bidak جاها دورتا منا كيخونم بدا مونتيروفني كولتو bidak نا هاخم تجيس كاشتا اخسدسن وسو منا خونش راز درما روج ofta زغم بدم средневековье на остаковнуст район анустам остаковнуст район анустам имеется в виду 6, 7, 8 век. Ахсазам, вдам, став, ануста. Ахам арманистаджис, фидор, на. Хавима хану казанага бостудусте. Ма бостудусте код хамай далдар уже мах офта хами аддих канам. Иснам бедер зунона. Мана равнина кахунам на. Иш предгорье ма горна зунона. Ерен орта гуфта вариант уже начинается предгорная, мастерта хуцея или это начинается горная зона. На хаму здесь как раз мана граница кахуна между равниной и предгорьем. На ашете как раз уже зона. Башня сложена из валунов и поставлена на каменном основании, во избежание опасности подкопа. Нижний этаж башни, имеющий до 6 метров в высоту, не имеет входа. Свет в него проникает через 2 маленьких щеловидных окошечка с восточной и западной стороны. Окошечки облицованы тесаным камнем.
На высоте 6 метров от земли с южной стороны башня имеет лаз, через который можно проникнуть во второй этаж башни. Лестницы к лазу не имеется, но к нему можно подобраться по крыше, пристроенной к юго-западной стороне башни сооружения. Лаз, по-видимому, имел дверь, которая приставлялась изнутри и запиралась деревянным засовом, типа саба. Толщина стен башни неравномерна. От 1 до 2 метров. Внутри башни на уровне второго этажа в настоящее время имеется ровная поверхность, сплошь засыпанная толстым слоем земли. Слой этот настолько велик и, по-видимому, давнишний, что на этом образовании выросло тутовое дерево, своей вершиной выходящее над башней. По приблизительному определению дерево может иметь возраст до 100 лет. Толстый слой земли мешает проникнуть в первый этаж башни. Внутри башни никаких поделок не сохранилось. Потолок второго и третьего этажей обвалились. Следы их в виде гнезд для деревянных балок дают ясную картину наличия 3 этажей и не исключают 4-го. Если допустить предположение, то башня была несколько выше теперешнего ее размера. Дерево введено в конструкцию башни в незначительных размеров. Кирпич имеется лишь в обработке притолок лаза второго этажа и производит впечатление позднейшей реставрации башни. Окна во втором и третьем этажах узкие, щеловидные, малопригодные для стрельбы через них. Вершина башни в настоящее время совершенно обвалилась, так что судить о способе ее покрытия не представляется возможным. Во втором этаже внутри башни имеет площадь 6,7 на 5,5 метров. Общая высота в данное время достигает 16 метров. Башня в нижней части четырехугольного плана кверху в углах закругляется. Оставшиеся 4 этажа сильно повреждены. Вход со второго этажа, двери и окна только в нижних этажах, а бойницы в верхних. Первая ограда башни в плане – неправильный полукруг и занимает небольшую территорию. Один ее конец упирается в северо-восточный угол, а второй окружает башню с юга и примыкает к ее северо-западному углу. Позднее на юго-восточном участке между башней и оградой было встроено помещение со сводчатым покрытием. Народу Налабартайсаев я Курбанистан там автомай мене охзан арстатта хусари рискуну территории из фунс. Чеха кома мене от фидар. Бикаре андорите ама дменисе фидар. Большинство памятников надо разоблачать. Ну, например, простой пример. Вот, кто бы сказал, простой пример. Ачабецкий замок одно время начал делать. Возьми, прочитай книгу, что там написано о походе Ираклия II и Таймураза I. Мы, говорит, разрушили все замки от Трушо до Ачабети. Хотя бы вот этот пример, от Трушо до Ачабети. Значит, покажи мне еще один замок в Ачабете, кроме этого. Есть там еще? Нету. Значит, речь идет об этом замке, от Трушо до Ачабети. Вот конкретно есть такой пример. Хотя бы вот этот пример. А потом уже другая. Это одно, там кладка другая, там вид другой, все. Да, это наслоение уже, правильно, наслоение. А теперь давай исследуй. Это другое дело уже исследовать. Ты начинаешь нижние слои смотреть, и там видишь, что уже, конечно, кладка другая, сооружение было другое, и предназначение было... Есть такие замки, которые были меньше, а есть, которые были, наоборот, больше. Например, чехский замок был почти в 2 раза больше в аланское время. Потом сократился во время Амилахвары, когда было его одно время. Вот. Но все равно есть и то описание, что его брата Алан туалцы забрали, туальцами назвались южные, забрали его и долго его держали. А потом, когда у них уже при карательных экспедициях забрали, они грозились, есть такое описание, они грозились его вернуть, свой главный центр. Линии, что вот они так же, как башни, связаны с друг другом, все эти замки связаны с друг другом. Они по югу Южной Осетии находятся, и все оборонной стороной смотрят на юг. То есть они защищают север. Atse fidarıl ırmakotun bilkut damatsin baldistam aham informatsiyo zakaya teritoriyil mena atsiran. Arastut katter ıştır ragunzuar. Qıqagan abonu bunzuara nadar yakulta basat nadar ябынта. Вторая ограда почти параллельна первой, в плане тоже неправильной формы. В ее стенах устроены бойницы.
В юго-западном конце этой ограды расположено зернохранилище, что вообще редко встречается. Третья ограда крепости занимает свыше 700 квадратных метров площади. Она свободно могла бы вместить большое количество населения и воинов. Ограда в плане приближается к неправильному четырехугольнику. Северная стена следует по течению речки, затем поворачивает на юг, под правильным углом идет на восток и упирается в юго-восточный угол второй ограды. Со всех сторон, кроме северной, к башне примыкали постройки, наиболее сохранившиеся с южной стороны. Высокая арка ведет в большую залу со сводчатым потолком и следующую за ней небольшую комнату. Эта зала не имеет света. Еще южнее, непосредственно примыкая к залу, полукруглая стена указывает на наличие двухэтажной жилой постройки. В северо-западном углу этой стены на высоте 6 метров над землей обнаружен каменный мешок, представляющий из себя цилиндр 1,1 на 0,9 метра и на 4 метра мерой с гладкими стенами и с круглым отверстием сверху для спускания пленных. Если в такой мешок спускался один человек, то он должен был все время стоять, так как присесть на землю по причине узости цилиндра он не мог. Если же в такой мешок спускались сразу 2 человек, то им даже плотно прижавшись друг к другу было тесно стоять. Толщина стены до 1 метра, высота до 6 метров, местами стена разобрана. Совершенно не сохранилась восточная часть стены, в которой были проездные ворота. Уцелела только маленькая входная дверь, по-видимому бывшая около главных ворот. Ցալդար ազրազմա բնատուն սարջեթը թխթայ, ֆիդար ցալսականն ռոյդտույ. Avsnajan kosteteqottak organizatsiikuutta arhitektuurun sertseväntö restauraatsi ämä rairaste fond kurdalagun. Մասը գիսն ռեսպուբլիկայի կուլտուրայի մինիստրադե ծրծևն թaqaqan նխայադը qustardı Arhitekturun ծրծևանտը ռեստավրացի ամարայրաստը ֆոնդ kurdala գոնդուվամինցը պարդասամազը մասը գրկոտը ըմբալունո վարմա։ Ոյտը խայձավջը խավայ ըրխոտտոյ ացıq աբազը իրստո նխոզդար սպեցիալիստայ սայու նվգանը գմա ռեստավրացի գանակ ձանայ Վեչիսլավը։ Սպեցիալիստը նխաստամ գասկա մասը կոմպլեքս արաստու խիցան չսլ կոմպլեքստայ ամա անականայտը արազնց ռասուղդ անսամբլ։ Ետա կուլտան սաֆատանու Իումետը բերց, ոյ ֆաստիվագան խաստր ռաստաջը միդագայչի ոդոն անսաբոն ոդ դարղվատին ռաստաջը զնոջը նխմալաուն, մասաջը ֆորսմացավը ծավգադոնդար, որդամ մասեգայ արաստուդ զախըբնթը ֆանդակ, սպեցիալիստը նխաստամ գասկա, ոյ արաստրցըդ ոյթը խայցամայսն ֆադատուդայ դուն խաստնան։ Ռեստավրացի գանջը ֆանդու մասը գնականայ սնդիձնքանն ամա համ ռեստավրացիոն սենտր սարազն սրանուձանիս ըրմած տակորդած ամա անդար պրոֆիլոն կտակտամ ռոսաուզան սոստար ռաստակ համա մողցաուձստը ադամուն բարակ բունտամ В исторических документах Ачабецкая крепость упоминается лишь несколько раз. Например, в 1556 году Луар-Сап I, ведя ожесточенную борьбу против иранцев, находился иногда в Ачабецком укреплении, а иногда в Имерете. Во 2-3 XVIII века Ачабецкая крепость входила во владение Гиви Амилахори. Летописец Арбелиани описывает 2 случая. В 1744 году к восставшему против иранцев Гиви Амилахори, который укрывался в Сурамской крепости, пришло на помощь турецкое войско.
Тогда он решил начать войну против Ираклия II. Последний, узнав об этом, опередил Амилахори и штурмом взял Ачабецкую крепость. Часть защитников погибла. Подоспевший Амилахори вступил в рукопашный бой в открытом поле. Летописец пишет, что оружейные выстрелы заглушили все. Победил царь. Его войско осадой и измором взяло крепость, и осаждающие проникли внутрь ограды. В том же году царю Ираклию пришлось во второй раз брать Ачабецкую крепость. Местный Тават Мачабели был на стороне царя. В отмщение Мачабели Гиви Амилахори неоднократно призывал лезгин для опустошения его владений. Царь вместе с Мачабели, решив пресечь эти набеги, направился в Ачабецкую крепость, где укрывались лезгины, и осадил ее. Лезгины, убедившись в превосходстве царского войска, прорвали кольцо окружения и скрылись. Позднее Ачабецкая крепость упоминается несколько раз, но о битвах нет сведений. Во второй половине XVIII века замок отходил к царскому дому Картли и в 1803 году принадлежит царевичу Юлону, у которого он конфискуется российским правительством, а затем передается роду Мачабели. Впрочем, Гильденштедт в конце XVIII века называет его уже пустым. Гильденштедт в труде «Географическое и статистическое описание Грузии и Кавказа», бывший здесь в 1779 году, называет Ачабет уже пустой крепостью. Նավդալտակազնը կուլտուրուն խազնատակայց վալդստոյ ուի բարագու աբոնը բունմանամ ծծրծավան տարխացայիս վդունայ ու նաբուն ալավարդ կարումը բոխացա նարադուն ֆիլմ բալդմա էֆիրը